германском городе Эссен прошел антикитайский протест. Собравшиеся в Эссене уйгуры и турки опротестовали репрессивную политику китайских властей. Участники акции, державшие в руках флаги Турции и Восточного Туркестана, потребовали от Пекина прекратить нарушение прав человека в уйгурском регионе и обратились к мировому сообществу с просьбой не оставаться в стороне по данному вопросу. После появления в прессе секретных документов, касающихся лагерей перевоспитания, китайские власти ужесточили контроль в Восточном Туркестане. Во время собрания Коммунистической партии Китая, прошедшего в Урумчи, были приняты меры для пресечения подобных инцидентов. Местному управлению было поручено уничтожать всю бумажную и электронную информацию. Пекин ужесточил контроль над регионом после того, как в прессе появились документы, содержащие поручения Си Цзиньпиня, который потребовал не проявлять милосердия к уйгурам и другим мусульманам. На китайском сайте Weibo было выложено заявление руководства Арсенала о словах Месута Озила, который призвал мировое сообщество обратить внимание на положение народа Восточного Туркестана. Эта публикация является личным мнением Озила. Арсенал следует правилу невмешательства в политику, пишется в заявлении клуба. На официальных страницах в Твиттере и Facebook Арсенал пока ничего не прокомментировал. Большинство китайских СМИ, в том числе и Global Times, осудили футболиста. В свою очередь, уйгурская диаспора выразила свою благодарность Озилу посредством социальных сетей и медиапорталов. Из-за спроса на популярный в Китае желатин Эджиау, используемый в производстве косметики, популяция ослов Бразилии значительно сократилась. Напомнив, что ежегодно в Бразилии забивается около 1000 ослов, специалисты заявили, что такими темпами популяция перестанет существовать через 5 лет. Ежегодно в Китае потребляется около 5 миллионов ослиных шкур. На азиатском рынке цены за единицу шкуры могут достигать нескольких тысяч долларов. В результате взрыва вулкана Вакаари, расположенного в Новой Зеландии, погибло 15 человек. Спасатели и водолазы продолжают поиск тела одного из погибших. Взрыв вулкана, расположенного на севере страны, произошел 9 декабря. 39 из 47 человек, находившихся на острове, были эвакуированы.